Десятки задержанных во время митингов по всей стране, лозунги «Свободу политзаключенным» и «Старик, уходи». Казахстан празднует День независимости и вспоминает трагические события в Жанаозене. Это разве та реальная независимость, за которую мы боролись? А все это в коррупции. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В бишкекской студии я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Казахстане День независимости обернулся массовыми арестами. В Нур-Султане и Алматы полиция задержала десятки людей во время мирного шествия. Изначально люди вышли на митинг почтить память погибших во время трагических событий в Жанаозене в 2011 и выступлениях молодежи в 1986 годах. Собравшиеся высказали возмущение текущим социально-экономическим положением, призывали заступиться за этнических казахов, которые находятся в лагерях политического перевоспитания в китайском Синьцзяне. Некоторые также призывали освободить политзаключенных. Что сейчас происходит в двух казахстанских столицах, мы узнаем прямо сейчас. С нами на связи из Алматы корреспондент «Настоящее время Азия» Шолпан Разбекова. Узнаем у нее последние новости. Шолпан, привет. Расскажи, сколько человек в итоге задержала полиция сегодня? Привет, Шавкат. Точных данных о количестве задержанных пока у нас нет. Но вот как мне сообщили правозащитники, что сегодня днем только в Нур-Султане были задержаны 57 человек, в Алматы 33. И еще несколько людей были задержаны в Усть-Каменогорске, в Уральске и Шымкенте. Но большую часть полиция уже отпустила. Хотя изначально, еще днем, когда началась акция памяти жертв декабрьских событий и жанаозенских беспорядков, ничего не предвещало каких-либо задержаний. Я больше скажу, полиция даже сопровождала людей и старалась, чтобы они не вышли, скажем, на проезжую часть, не попали под машину и так далее. Но вот когда люди уже стали выкрикивать лозунги в поддержку запрещенного в Казахстане движения ДВК, вот тогда уже полиция стала готовиться, уже знали, что, возможно, будут какие-то провокации, но на самом деле все равно, пока люди стояли на площади, говорили свои требования, даже высказывали свое недовольство, полиция к активистам, к людям, собравшимся на площади, не подходила. Вот уже дальше, после, когда все стали расходиться, уже люди даже подумали, что все, это конец акции сегодняшней, да, и люди стали покидать площадь. Уже где-то за территорией площади, вот тогда начались вот эти задержания. Люди приличной колонной, было достаточное количество людей, они шли вниз и кричали «Шалкет», то есть «Уходи, старик», лозунги в поддержку ДВК. Вот здесь уже полиция уже их стала выхватывать. Некоторых, кстати, задержали на подходе около дома. Здесь немного времени у нас остается. Какова сейчас обстановка в Алматы и в Нур-Султане? На данный момент в городе, в Алматы и в Нур-Султане, насколько мне известно, тихо, каких-либо акций, митингов нету. Я знаю, что сейчас в полиции, та часть, которая осталась еще в полиции, задержанных, сейчас их будет судить выездной суд в здании полиции. Ну а как это было в течение дня с утра, я предлагаю посмотреть в моем сюжете. Шалкет! Полиция Нур-Султана во время шествия активистов задержала не менее 50 человек. Применять силу спецназ начал уже после всех акций памяти жертв декабрьской трагедии 1986 года и жанаозенских беспорядков в 2011. День в столице начался с возложения цветов к памятнику Голодомора. Собравшиеся говорили о наболевшем. Это разве та реальная независимость, за которую мы боролись? А все это в коррупции. Потому что сегодня мы говорим, то, что мы приобрели в 1991 году независимое государство, она еще молодое, она еще слабое. Почему? Потому что ее съедают всякие коррупционеры и воры. Затем люди отправились шествием по улицам столицы. Они намеревались дойти до здания администрации президента Акурды. Но за несколько кварталов полицейские начали задерживать людей. В Алматы день прошел по подобному сценарию. Чтобы почтить память и возложить цветы у монумента жертвам декабрьских событий, собрались сотни человек. Затем толпа направилась к стеле независимости на площади Республики. Там акция памяти переросла в митинг. Первыми плакаты раскрыли участники движения «Уян, Казахстан». Активисты после минуты молчания высказали свое недовольство происходящим в стране.
У нас ни разу не было честных и свободных выборов. Мы таки не вышли на мировой рынок, потому что у нас нет развития производства. Но зато мы стабильно, по новостям, видим удачное проведение очередной стратегии 2030. У участников движения красные повязки на руках. Это символ крови, говорят активисты. Своей повязкой они намерены напомнить властям, что 16 декабря хоть и является годовщиной независимости, но должен быть и днем траура. Это кровь жанаузенцев и желтухсанцев, которые на руках у Назарбаева. И мы считаем, что эта кровь не должна быть забыта, и за это должны понести наказание. Мы считаем несправедливым, что в этот день отмечают как праздник, хотя это день траура. Резкие высказывания на Алматинской площади звучали несколько часов. Собравшиеся скандировали лозунги, которые не по душе представителям местной власти. Свободу политзаключенным, проснись, Казахстан и страна без Назарбаевых. Все это время чиновники пытаются предупредить митингующих о последствиях незаконных собраний. Но работникам мэрии еле слышно, народ расходиться не собирается. Для проведения таких мероприятий вам необходимо получить разрешение у местного исполнительного органа. В Алматы митинг, так же как и в столице, продолжился шествием. Многие думали, что акция подходит к завершению, но уже в нижней части города пешую акцию прервали сотрудники полиции. Полиция очень испугалась, начала перекрывать дорогу, взяла в цепочку. Мы взялись тоже в цепочку и начали идти на прорыв. Пойдя на прорыв, все это в кашу-малашу, все начали падать, и они начали скручивать, люди разбежались. И вот они начали ловить людей по углам, по улицам. В правоохранительном ведомстве информацию о задержанных активистах не отрицают, но и точное число людей, находящихся в здании полиции, не озвучивают. Списки сейчас формируются. Те лица, которые были сейчас доставлены к нам в управление, они участвовали в несанкционированном митинге. Сейчас в законном порядке по ним примем решение. Задержания активистов в стране начались уже за неделю до 16 декабря. По меньшей мере 6 человек за несколько дней до Дня независимости были привлечены к административному аресту до 15 суток. Шолпан Уразбекова, Ганизат Оспанов и Павел Энгельгард. В настоящее время Азия, Казахстан. Итак, в 2011 году нефтяники в Жанаузене бастовали, требуя повысить зарплату и улучшить условия труда. В День независимости 16 декабря полицейские расстреляли людей прямо на улицах города. Под огонь попали случайные прохожие. Официально погибли 16 человек, однако свидетели говорят, что жертв было больше. Почему так случилось? Вся история конфликта в нашем сюжете. Информация о якобы имевших место массовых убийствах не соответствует действительности. В результате массовых беспорядков были сожжены здания городского акимата, гостиница и административное здание компании «Узень-Мунайгаз». Все действия представителей правоохранительных органов были в рамках закона. Оружие применялось исключительно в целях самообороны. У них была одна зарплата по жировкам, там мы смотрели жировки, 150-170 тысяч. Но по ведомости, которая шла в Астану, у них зарплаты были 400 тысяч. И вот они все жили на Алане с утра до вечера и ночью ночевали там с детьми, с семьями. Это вначале было около 5000 человек. Потом количество людей уменьшалось, потому что в течение 8 месяцев они находились. Было убийство одного из лидеров профсоюзов, Турбаева
Жапсалык Турбаев был убит в вагончике, то есть на рабочем месте. И его убийство было очень жестоким, его били там арматуринами, прутьями. Те, кто представлял руководство нефтяных компаний, они просто в этом регионе они привлекают спортсменов, привлекают всяких криминальных авторитетов для того, чтобы избивать работников. И это было неоднократно до этого. Мен де Құдайдан қорқам, ағайындар, мен де Құдайдан қорқам. По крайней мере, на уровне силовых структур был план, четкий план по тому, как дискредитировать тех, кто стоит на забастовке. За месяц до этого пришел вооруженный до зубов ОМОН в город Жанаузен, который был прислан из Актау. Все-таки большая часть, кто инициировал это все, они были не местные. Если брать морг, там всего было 16 мест, как вот говорилось и объяснялось. Возможно, что причина, почему назвали 16 убитых в Жанаузене, это вот как раз потому, что там количество мест в этом морге. Так вот, доподлинно известно, что со слов многих очевидцев, что там просто трупы лежали штабелями друг на другом. И это было вот все. Вот. Это говорит о том, что, конечно, там было не 16 погибших. Вот, например, как была убита та же женщина, мать 4 детей, которая 16 декабря в этот день просто стояла у банкомата и свою карточку, чтобы снять деньги, бросила. В этот момент пуля ей попадает в шею сзади, и она замерзла. 16 человек, те, кто в свидетельстве о смерти написали, умер от ранения, от огнестрельного ранения, а остальным писали другие причины смерти. За вчерашние сутки у нас задержано и доставлено для выяснения личности около 700 человек. Пятерых полицейских осудили. Это вот областного уровня, городского уровня. Это просто было вот найти козла отпущения. И которым говорили, ну ты отсидишь 2-3 года максимум, и ты выйдешь. Так и получилось. До 9 вечера, ночью я сидел без обуви, в носках в воде. Били меня, мне кисть сломали. Милиционер, я его знаю на лицо, имя не знаю. Он сказал, это президент. Президент мне так сказал, приказом.
Ну и прямо сейчас с нами на связи по скайпу из Алматы правозащитник, эксперт фонда «Международная правовая инициатива» Мангельды Шурманбаев. Мангельды, здравствуйте. Сегодня, в День независимости Казахстана, власти снова задерживали активистов, вышедших выразить свое недовольство происходящим в стране. Прокомментируйте действия властей, пожалуйста. Ну, это, в принципе, я думаю, что, как вам сказать, государство находится во власти силовиков. И даже при том, что нет никаких угроз, и эти люди, которые собираются, они явно безоружны и реализуют свое право на мирный протест, мы видим неадекватную реакцию. И я думаю, что наши силовики, вот МВД, КНБ, они не понимают, что все, что они делают, это абсолютно неадекватно и это бесперспективно, в принципе. Вот, в перспективе там будущего. Я думаю, что они просто этого не понимают. Ну и как вы вообще прокомментируете то, что это произошло именно в День независимости и в годовщину жанаозенских событий? Но 16 декабря вот так сложилось, что у нас это всегда очень в политическом смысле напряженный день. И мы всегда ожидаем, что в этот день, ну как минимум, будут задержаны люди. То есть очень редко было за последние 20 лет, чтобы никого не задерживали. Это очень было редко. Обязательно кого-то задерживали. Мангельде, вот очевидно, что определенная часть населения недовольна работой власти, раз выходит на акции протеста. Есть много вопросов к руководству страны в плане соблюдения прав человека. Как вы думаете, чего Казахстан за почти 30 лет независимости так и не смог добиться? Я думаю, что в Казахстане общество не является субъектом политических отношений. И люди, имеющие власть в стране, они всячески стараются не допускать общества к какому-либо принятию решений в этой стране. Поэтому вот эти вот митинги, протесты, это просто крайние формы отчаяния людей, которые другим иным способом не могут решать проблемы в этой стране и каким-то образом влиять на улучшение своей жизни. Мангельде, и коротко, буквально, скажите, пожалуйста, вот с момента жанаозенских событий прошло 8 лет. Какие уроки вынесла власть за это время? Можете сказать? Буквально 30 секунд. Но я думаю, что, конечно, это было такое потрясение очень большое. И на самом деле груз жанаозения, он будет давлеть и дальше, потому что это на самом деле это было преступление против человечности. То есть убийство безоружных людей – это преступление против человечности массовое в таком количестве. Поэтому повторение этих событий, оно просто в политическом смысле является самоубийством. Мангельде, большое вам спасибо за интервью. Всего доброго и до свидания. Около 100 мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана избиты бойцами российского ОМОНа в Хабаровске. Пострадавшие работают в местной транспортной компании водителями городских автобусов. По их словам, массовое избиение произошло в здании управления краевого ГИБДД вечером 12 декабря и продолжалось до утра 13 декабря. По рассказам пострадавших, перед избиением ОМОНовцы заклеили в помещении камеры видеонаблюдения. Людей заводили по 10 человек и избивали дубинками. Сами ОМОНовцы были в масках. Мигранты утверждают, что сотрудники полиции упрекали их в том, что они якобы проезжают на красный свет, высаживают безбилетников и хулиганят. Мы надоели, вот уже, ваша морда нам не нравится, там нецензурные слова еще, маты. 4-5 они вообще жестко избили, чересчур жестко избили. Они там аж сознание теряли. Там ложка, язык, один из них там чуть не проглотил, не умер, язык обратно вытащили. Часа 4, получается, нас избили. Сказали, вот на каком автобусе приехали, едьте обратно, короче, в автопарк. Все разбежались. Завтра как будто вот ничего не было, все выходим на работу, говорят они. И все толпы обратно приехали в этот автопарк. Потом начальство наше приехало, Васильев. И скорые там штук 8-9 приехало. Там из некоторых паспорта, документы, вот телефоны они даже не вернули, вот эти вот ОМОНовцы, да? Вскоре вот 2-3 с тяжелыми, которые забрал, метров 500 отъехали, высадили почему-то. Тяжелых тоже высадили? Да, у них, потому что паспортов рядом нету с собой. За правовой помощью мигранты обратились к правозащитнице Валентине Чупик. Ей сообщили, что пострадавшие в основном граждане Кыргызстана, их около 80 человек, но среди них есть также около 20 узбекистанцев и 2 таджикистанца. Консулу Кыргызстана в Хабаровске передали жалобы 17 человек. Дипломат Кадырбек Мырзабаев сообщил, что он направил ноту в МВД, прокуратуру Федеральной службы безопасности. Аналогичное обращение к российской стороне направило и посольство Таджикистана.
Кыргызстанские СМИ, в свою очередь, сообщают, что сегодня глава Госслужбы миграции республики провел переговоры с руководством МВД России. Там сообщили, что по факту массового избиения мигрантов возбуждено уголовное дело. От 7 до 17 лет тюрьмы в Таджикистане завершилось громкое дело. 4 сотрудников милиции обвинили в пытках, превышении должностных полномочий и нарушении еще 12 статей Уголовного кодекса страны. На суде побывал Анушер Ванарипов. В зал суда, где сегодня был вынесен приговор милиционерам, представителей прессы так и не пустили. Из-за большого количества родственников подсудимых не было места. Замначальника отдела уголовного розыска ОМВД по Душанбе Фарход Нургонов осужден на 17 лет заключения. Его подчиненные Аваз Сабзаев и Икромедин Агалидин получили по 9 лет колонии. Следователь Умет Вагомов приговорен к 7 годам тюремного заключения. Ранее прокурор требовал 23 года лишения свободы для замначальника угрозыска и по 15 лет для его подчиненных, но суд смягчил приговор. Несмотря на это, адвокаты осужденных милиционеров недовольны решением. По словам Абдукарима Абдулхамидова, суд так и не смог доказать его вину, поэтому решение будет обжаловано в кассационном порядке. Суд должен исходить из того, что все, что на следствии, судебном следствии выявилось, в совокупности с теми данными, которые предварительное следствие осуществило. Суд, исходя из этого, должен выносить приговор. Приговор всегда должен быть обоснованным и справедливым. Но, к сожалению, я не знаю, по каким-то соображениям, сегодня из моего подзащитного сделали таким человеком, как будто он хорошо вы предъявили обвинение. Вы докажите, на суде это не доказалось. Обжаловать приговор суда близкие обвиняемых могут в течение месяца после того, как получат решение на руки. Дело 4 сотрудников милиции по обвинению в применении пыток было одним из самых громких в 2019 году. Случаи, когда правоохранительные органы по следам материалов в СМИ возбуждали уголовные дела в отношении сотрудников милиции, увлеченных в применении пыток, были и ранее. Но позднее расследование обычно прекращалось. Сегодня на нашем канале очередная серия проекта «Азия-360». Традиционные бои и исконные забавы Таджикистана. Со временем они ушли в подполье, общество стало более гуманным, да и законы не позволяют. Автор программы Дилет Бектурсунов отправился туда, где все еще устраивают настоящие петушиные и собачьи бои за деньги. Традиционные бои и исконные забавы Таджикистана, постепенно ушедшие в подполье, после того, как многие современные законы стали более гуманными. Мы отправились туда, где устраивают настоящие бои на деньги. Надеюсь, нас отсюда не прогонят. Мы в Худжанде, и это город парадоксов. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра. Всего доброго, до встречи.